Так, ребятки, ну что, всем привет. Шикарная погода. Август месяц. Вообще классная. 20 градусов. До этого были дождики, такая хмурая, а вот сегодня прям вообще бомба. Давненько с вами ничего не готовили. А вот сегодня мы с Юриной решили разморозить все запасы летние, так скажем. Ну, с крайних рыбалок, что ловили на фидер. Сегодня хотим сделать, ребята, консерву в автоклаве по, так сказать, новому рецепту. Подсказали, многие писали, Андрюха говорит, попробуй. Получается вообще шикарно. В общем, Юрина, салам алейкум, передавай всем привет. Всем привет. Как настроение, как дела? Нормально. Все хорошо, живы-здоровы. Да, ребят, много не было рыбалок сейчас, потому что приболел я. Хапанула спина, дернула, короче, щелкнула спина, и вот уже неделя, как я только расхаживаться начал. Юрьевна мне пробила уколами. В общем, она у меня и лечит, постоянно меня в больнице, я не хожу. Вот, ну, вроде как полегче, но все равно есть еще ощущение, что вот, не знаю, короче, с чем это связано. Резко дернул и все, и упал. Ну, слава богу, что восстанавливаюсь, короче. Никуда не уезжал, вообще неделю. Лодка стоит на пристани, не проверял ее. В общем, сейчас надо, ребят, все восстанавливать, все косить. Ну, короче, ладно. Так что, ребят, вот у нас два тазика ребейки нашей. Это густера, с вами подлещик, сорога. Есть, конечно, и такие более-менее экземплярчики в районе килушки. Но их немного. В основном, ребята, это вот это не крупная ребейка, которую многие пишут, зачем ты ее берешь. Это же не лещ, это же мелочь, такую рыбу надо отпускать. А вот, ребят, ходовая рыбейка, которая не используется в основном в кухне, я имею в виду. Ну, такую рыбу не жарят, с такой рыбы уху не делают. Ее в основном вялят, да, к пиву там, допустим. Ну, а мы, ребята, с приобретением автоклава начали ее готовить в консервы. Получается круто, великолепно, без всяких косточек. Не знаю. Нам очень нравится лещ, в томате особенно. Ну, короче, какие дела, ребята. Полностью, естественно, рыба не идет в производство. Все плавники, все вырезается, да, Юлина? Ну, да. Чтобы как бы вот этого лишнего не было, ребят. Конечно, отходов немало, но что поделать. В принципе, еще тепло, можно сделать опарыш на рыбалку. Вот эти отходы замутить. Ну, у нас у деревенских котов много, так что будем кормить. Вот, ребят, не знаю, будем пробовать в первый раз. Ну, ребята писали и говорили, что получается круто. Изначально, ребят, мы эту рыбу поджарим. В общем, заведем мангал, точнее не мангал, а печку с казаном. Давно уже не доставали печку. Заржавела бедолага, надо ее восстанавливать. Короче, понятно, чтобы на сковородках не жарить, мы всю партию сразу махом пожарим в масле в казане. Сделаем корочку. Ну и потом уже получается по баночкам. Правильно, Юрина? Угу. Соответственно, что у нас? Все опять же очень просто. Масло кипящее. Рыбка наберет, мне кажется, масло. Мы даже в банку уже заливать не будем, да? Рыба уже будет масляная, как думаешь? Или будем добавлять? Я не знаю. Посмотрим. По специям, как обычно, соль, перец, ребята. Перец горошком в баночке и лаврушечка. В принципе, и все. Посмотрим, сколько у нас будет получаться рыбы, потому что мы лук, морковку. Кориандр положить. Понятно, это разберемся. Я имею в виду то, что лук, морковку добавлять не будем, да? Нет. У нас чисто рыба. Чисто рыба. Она потому что потом может идти как и на бутерброды, и на салаты. Ну все да. Использовали в масле на салаты. Ну да, ребят, кстати, тоже вот салаты получается пушка, бомба. А если сейчас мы ее поджарим, мне кажется, она вообще будет просто наимягчайшая. Ну реально это как будет как что-то такого плана, вот реально на бутике что-нибудь такое. Она будет с дымком, такая, мне кажется, не копченая, но что-то такого плана. Ну и посмотрим, сколько у нас будет продукта, потому что многие видели, у нас два автоклава. Фенсел мини на 10 пол-литровых и Фенсел 2, ребята, у нас сейчас появился на 15 банок. Соответственно, если мы будем упираться в десятку, то мы заведем небольшого. А если будет больше, то заведем большого.
И, кстати, у них вышел еще, ребята, маленький автоклавчик походный на 5 полулитровых банок. Не знаю, как точно называется моделька. Ну, он, в общем, как тазик, исполнен, как бикса такой небольшой. И вот, допустим, ехать куда-то на рыбалку, жить неделю, допустим, добывать рыбу можно заготавливать в тушенку, на избу. Ну, короче, тема интересная. Ладно, ребят, что, погода, как еще раз сказал, класс. На огородах у нас зеленеет все, точнее, уже поспевает. Картошечка уже копаем, огурчики, помидорчики. Хорошо, как-то так. В общем, пока Юрий у нас здесь занимается рыбейкой, я пойду, ребят, почищу казанок, а то давно не заводили, бедолага заржавел. В общем, брали давно уже, а пользуемся редко очень. Надо это дело все, конечно, останавливать. В общем, пока нарезается, рыбку разморожена. Вот вчера достали, вот она еще даже не разморозилась. Вот. Так что такие дела. Все, ребят, погнали. Попробуем, ребята, отодрать. Вроде как бы после приготовления затирал маслом. Ну, многие, наверное, знают, как хранить надо казан. Ну, не знаю, все равно поджарил. Ну, понятное дело, он уже сколько у меня стоит. Год, наверное, я его не трогал. Сейчас затерем маслицем, затянем, и будет как новенький. Казанчик на 8 литров. Брали такой небольшой. Самое то приготовить что-нибудь дома. Пловчик какой-нибудь. Такие дела, ребята. Так, ну все вроде. Казанчик на обогрев. Топим обрезками. В общем, обрезки есть. Как раз на мангал, вот на эту печку, самое то. Ну, замечено, ребят, если будете вот брать что-то подобное, берите с трубой. Здесь как бы все понятно. Дым выходит вот с таких отверстий. Как бы, ну, немножко неудобно вот именно готовить, когда вот дым идет прямо в лицо. Ну, мы брали с тем условием, что это будет браться в походы. Здесь как бы все понятно. Дым выходит вот с таких отверстий. Как бы, ну, немножко неудобно вот именно готовить, когда вот дым идет прямо в лицо. Ну, мы брали с тем условием, что это будет браться в походы. Здесь как бы все понятно.
меньше веса, печка небольшая, ноги съемные. Ну вот, если есть труба, ребят, намного лучше, потому что дым весь выходит в трубу и в лицо, и как бы готовить удобно. Так, ну что у нас там, как дела у Юрины? Пока я тут вошкался, она уже, наверное, добила. А нет, крупные, да, Ларис? Нет, я это убираю. А, кость убираешь центральную? Ну, мне неудобно, во-первых, и резать, и они слишком крупные. Короче, есть такие покрупнее, ребят. Вот изи какие-то еще. Лариса, короче, убирает центряк вот этот. Ну, правильно, что, если есть возможность, лучше убрать лишнее. Так, что, масло выливаю, греем. Да, конечно. Полную банку? Ну, давай, что. У нас же рыба в масле будет. Ну да, то и есть. Разогреваем маслицо. О, какие гости, ребята, у нас Угощается. угощаются. С Ямски приходил, но его часто тут видите. Это вот соседки маленький. А у нас кошка, к сожалению, Мура, пошла в мир иной. Заболела что-то резко. Возили в ветеринарку. Короче, толку ни хрена. Ну вот, ребят, смотрите, сколько рыбки. Юрина молодец, как обычно, по красоте все сделала. В общем, ребят, целый таз рыбейки. Тут уже у крупного чистое филе, в принципе, ну и мелкий порезанный. Все, будем обжаривать. Будем пробовать по новому рецепту. В общем, в казане там и будем солить и перчить, и с специями, в общем, как фритюр делать. Ну, не знаю, будем пробовать, короче. Что, Юрина, погнали жарить? Да. Поехали. Что боишься? Ты просто не кидай, а спускай его, понимаешь? Ну, что-то такое себе удовольствие. Ну, рыба, потому что мороженое. И что сейчас мне делать? Каждый сейчас это засыпать? Ну, это мне вообще что-то как-то не вдохновляет. Давай я попробую. Ой, блин.
Жарится моментально, понял? Будем жареную тогда потом. Раз уже пробуем, тогда надо довести дело до конца. Так, друзья, ну что у нас на выходе получилось? Вот столько рыбки. Не знаю, правильно мы это делали, неправильно. Ну, в общем, короче, у нас она у нас разбилась, да. Старались и так меньше переворачивать, но все равно, ребят, видите, что получилось. Рыба уже готовая. Вот. Рыбу мы не солили, не перчили. Вот сейчас хотим как-то попробовать, да? Да. Давай попробуем. Я не знаю, что будет. Не, ну будет все равно вкусно. Кориандр молотый. Будет все равно вкусно, однозначно. Просто это будет, не знаю, может какой-нибудь паштет. Ну, короче, ребят, сейчас проверим мы все это сами дело. И скажем, стоит так делать. Чеснок сухой. И сейчас пока не понимаем, будем заводить большой автоклав или будем маленький. Потому что у нас рыба ужарилась. Она, смотрите, было 2 таза, стало 1 таз. Вот такие дела. Пахнет, конечно, мощно. Ну, понятно, масло, ребята,
которое еще оставалось с казана, мы его сюда залили. И сейчас вот эту жижу будет, говорится, Юрий, намешать вот такой ложкой. Не знаю, как это получится. Все на глаз, ребята, понятное дело. Короче, ну, такие дела. Каша-малаша. Ну, сейчас мы рыбу еще раз забьем, понятное дело. Вот видите, как это неудобно. Короче, может быть, это и вкусно, ребят, но Кто там так советовал? не знаю, писали люди. Вот кто советовал? Больше не советуйте никому. Ну да, это как-то не эстетично, понимаешь. Много мороки. Сейчас бы мы по баночкам уже разложили, ребята. Это первый кусок, который я кинула. Смотри. Это самый первый, да. Вот видишь? Вот Сразу так- видно, да? Вот так Кто должно быть. готовил Юрьевна и Андрей Пуху не Викторович. накидывай, слышишь? На сковородке, может быть, жарили, вот так бы и получилось, понимаешь? Но это на сковородке, это сколько жарить-то пришлось бы. Не, ну нормально, что? Ребят, нормально, пойдет. Надо же когда-то пробовать, экспериментировать. О, дали. Ну, это можно убрать. Так, конечно, уберем, что нет, зачем она лично. Но это кальций. Вот этих косточек, ребята, в автоклаве уже потом не будет. Они все исчезают. Чё, попробуем. На солишку? Готовая. Да? Бери ложку, ешь. Да, конечно, что. Налетаем, ребята. Так, ну что, готовим пока баночки. Пока 10 штучек. Потому что, ну, примерно плюс-минус мы уже готовили. У нас где-то таз вот этот выходил как раз на 10 банок. Видишь? Скорее всего, так и получится. По одной горошек не положу. Душистого? Да. Лаврушечку душистый, ребята. Все как обычно. Ну, вроде на соль пойдет. Попробовали. Вроде неплохо. Лучше, конечно, лучше не досолить, чем пересолить. Уже это замечено. Пускай она будет недосоленая чуть-чуть. Такие дела. Ребят, ну что, пошла закладочка. Пошла закладочка. Ну смотри, если бы мы жарили в сковородке, да, у нас бы получились вот такие кусочки, согласись? Мне Да. кажется. Правильно? У нас, ребята, рыба была еще такая, ну, практически заморожена. Половина рыбы точно. И сразу, когда мы бросили в кипящее масло. А сколько кипящее масло, знаешь, повар? Сколько градусов? Нет. Нет? Я тоже не знаю. Ну, больше 100 по-любому. Вот. Соответственно, она у нас развалилась просто. Сама по себе. Сейчас тебе знатоки напишут. Быстро. Ну, понятно, напишут. Я знаю, что свинец 330 градусов плавится. Вот это я знаю. Вода 100 градусов, а вот масло, ну, масло больше. 100%. Так что, не знаю. Ну, короче, загружаем, ребята. Вот у нас будет еще масло снизу. Это мы подзальем потом в баночки. Такие дела. Так, что? Как думаешь, Ларис, что у нас, сколько банок получится? Не знаю. Так, братцы, ну что у нас на выходе? 13 баночек. Решили мы еще подлить маслица. Вот где-то есть, да, вот, а где-то нету. То бишь у нас будет лещ в масле. Если мы до этого делали рыбку в томате, то здесь капитальное масло, ребята. Все, баночки у нас уже все простерилизованы. Все у нас хорошо. Не надо писать, что там. Если не показал, значит не делали. Так, закрывай вот это. Как-то ты к себе, что ли, двигай. Опа. Ну, в общем, 13 баночек, значит, достаем Фенсел 2. Мы уже здесь готовили. Шикарный аппарат. С переходником на самогонный аппарат. В общем, ребята, кто занимается самогоноварением и, допустим, хотит приобрести автоклав, то здесь можно будет докупить трубу, вот эту всю эту тему. И у вас будет 2 в 1. Не надо иметь 2 аппарата, а можно иметь один. В данный момент готовим консервы, а захотели, установили
всю эту систему и занимаемся самогоноварением. Такие дела. Так. Ну что, достаем, ребята, мы. Получается, здесь у нас 2 фальш-дна, точнее 3. Готовим мы на воде, Юрий, да, водички, 3 штучки, бахни. Примерно вот до этого диска мы наливаем. Ну, там плюс-минус по паспорту 1,5 литра, что ли, пишут. Ну, мы так на глаз, ребят. Не знаю, там все прям по пропорциям делать, там что-то вымерять, там, я не знаю, это не патроны заряжаешь. Здесь чуть больше, чуть меньше, ничего страшного нет. Да хороший, ну что. Да, что у нас рыба уже готовая, в принципе. Нам ее подержать-то надо будет сколько? Часик. Минут 20-25, после того, как наберем, ребят, все. Давление, атмосферу, барли, точнее, давление. Вот так вот. Все, заряжаем. Вот, баночки, видите, ребят, разные у нас. 450-ки, там 470-ки, 500-ки. Главное, чтобы, допустим, 5 штук были ровные. Раз. Готово, да, одна. Погнали дальше. Вот эти маленькие. Эти наверх. Ну, без разницы, ребят. 13 банок, там 15. Можно тут 2 3-литровые поставить. Как хотите. Ну и вот у нас еще получается. Автоклавы, в принципе, все одинаковые. От компании. Просто единственное, вот тут ряды. Фенсел Миник у нас 2 ряда. Здесь 3. А вот новенький вышел на 1 ряд. Все, братцы. Опа! Закрываем. И затягиваем на болты. И ставим на огонь. Ставим на огонь. Готовить здесь будем в беседке. Походную плиту поставлю, ребят. 5-литровый баллон есть, но он не заправленный. Надо заправлять, отвезти будет. И, кстати, 2. К осени бы, конечно, заправить, чтобы в походу брать. Сейчас тепло. Заодно, кстати, посмотрим, сколько хватит маленького баллончика. Все-таки плита будет работать. Ну, час-то точно. Все, затягиваем равномерно, ребят. Так, друзья, ну что, зарядил автоклав. Правда, на маленькую плитку. Это одна из очередных плиток. У меня их всего 1, 2, 3, 4. 4 разные, 2 одинаковые. В общем-то, вот этот Чингисхан, короче, приказал долго жить. Та у меня, которая первая жила, она еще живет, ребят, но она уже вся сгнила, понимаете. Весь механизм вот этот, все пьезо, все работает, а сама плитка просто уже рассыпалась. От жары, от готовки, от воды. Вот. Это не особо мне нравится. Такая себе плитка. Маленькая, которая шланчиком. Классно в одного, но, блин, большую посуду такую, допустим, такую точно не поставить. Она падает оттуда. И еще вот одна есть у меня такая мощная турбо горелка, но, к сожалению, там такие вот газ, который закручивается, баллоны такие большие, нестандартные. Их, в общем, не найти, они дорогие еще. А эти баллоны заправляем сами. Ну, короче, посмотрим, ребят, хватит ли мощности у нее. Я даже не помню, что за от какого производителя плитка. Такая вот, такой. Так она выглядит. Ладно, домой уже неохота на газ нести. Ну и жалко, конечно, блин, не знаю, механизм не зажимает баллоны. Надо будет что-то решать. Пробовать разобрать. Там, правда, не на болтах, на клепках. Соответственно, ничего не сделать. Короче, отъехала. Что там, Май, как ягода? Ну, есть. Есть, да? Вон. Ага. Хорошо.
Смородинка. Аккуратно там, стой, там колодец. Да я в курсе. А засыпали мы его Чем засыпали? хламом всяким. Никто не придумал. Косара этот ходит и везде. Да тут рыбкой пахнет, они тут как тут все. Это ты собрала? Да. А что так мало? Я не знаю. Давай, иди еще собирай. Че ленишься? Давай, дочь. Давай, пол-литра хотя бы собери. На, иди собирай. А то они сейчас осыпятся, ягодки. Ух, погодка, ребята. Займи и выпей, как говорится. Красота. На бережок охота уже. Посидеть. Ночи темные уже. Уже в 9 темно, ребят. В 3 только расцветать начинает. Дело к осени. Скоро темень будет. Картошечка, ребят. Свежий урожайчик. И вот такой салатик с кабачков. С лучком. Вкуснятина. Свеженький. Вот такие обжаренные кабачочки, ребят. И картошечка. 100 грамм не хватает. Кабачочки. Вообще пушка. Купанули на ужин картохи, ребят. Смотрите, какая картоха. Свежая. Ну, понятно, что еще, в принципе, расти и расти. Еще можно целый месяц. Ну, как ни крути. Лета у нас практически не было. Сажали картошку в июне. Дальше на северах вообще в июле сажали. Ужас. Ну вот, красотка. Ирина Андреевна. Скоро в школу дадут. Да. Хочешь? Да. Ну так, честно, соскучилась или нет? Ну да. Да? Уже осталось-то чуть-чуть. 21 день. 3 недели. 2 недели, да? Ровно. Что, на рыбалку-то поедем, сейчас ездим? Я не знаю. Надо маму. Папа спина пройдет, поехали, сгоняем. Куда-нибудь съездим с ночевочкой. В общем, ребят, наверное, уже увидимся завтра, потому что сейчас пока наберем, пока туда-сюда. И выключаем, и автоклав полностью будет остывать. На улице, конечно, он остынет быстрее, но все равно это займет 3-4 часа. Так что оставим его просто на ночь. Мы обычно так и делаем. Он еще там потихоньку остывает, потихоньку еще там рыбка доходит, готовится. Ну, короче, увидимся завтра на дегустации. Да, дочь? Что, баню будем делать или что? Короче, до завтра. Все. 120 градусов, 1,1 баррель. Можно чуть-чуть убавить, чтобы больше у нас не поднималась температура. И вот сейчас мы засекаем. Ну, плюс-минус 25-30 минут. Вот у нас 14:28. Ну, короче, в 3 часа, ребят, выключаем. После того, как все вот это мы набрали. Держим полчасика. Ну, говорю, рыба готовая. 25 минут вообще достаточно будет. Сейчас вот как раз она готовится под давлением. Отлично. Че? Смотрим, ребята. Прошла ночка у нас. Сейчас мы посмотрим, что у нас получилось. Что думаешь, Юрьевна? А? Думаю, нормально должно быть. Нет, я имею в виду, что, паштет будет? Зато мять не надо рыбу уже. Ну да. Это точно. Зато каждый кусочек пропитался, да? Ну дай бог, сейчас посмотрим. Так, ребят, ну что? Смотри, какая штука. Ну, На масле.
полностью Полностью в масле, да? получилось. Нормально. Так, друзья, ну что, доброе утро. Ну, в общем, вот у нас наша консерва с леща в масле. Не знаю, сейчас будем пробовать на вкус. Так, вроде все хорошо, ни одной баночки не потекла. А то у нас были и моменты, и когда лопались банки, и когда крышки бахали. Ну, постоянно, ребят, говорю, используем только новые крышки. В принципе, повторно не используем, и тогда вот нет таких случаев. Ну что, давай, Ларис, какую-нибудь откроем. Ну-ка, открывай. Маленькую, да? Так. Опа. Кости, смотри, есть вот эти. Они не расплавились. Но они мягкие вообще, смотри. Они кушаются. Угу. Они мягкие, они кушаются. Но мы подержали мало, потому что вот если без жарки мы держали побольше. Костей у нас вообще не было. Но они вот, они мягкие, да. Вот, ничего такого я не вижу. Что, пробую? Давай. Давайте, ребятки, ну-ка. Что Круто. по соли? Все, что нужно. Вот так смело, ребят, смотрите, кушайте ее, ну, ничего там такого. Угу. Отлично, да? Слушай, вкусно. Вкусно, И вопросов. по соли, и по специям. По соли, да. Если бы немножко еще, наверное, передержали, то ну, вот этих, их бы не видно было. А так, ребята, вот смотрите, они просто ломаются, они мягкие. То бишь, можно смело кушать. И отлично. Сколько салатов? Да, С ребят. картошечкой свежей сейчас. О, вообще песня. Ну, я бы не сказал, что наше это какое-то отличие. То, что мы ее жарили изначально. Ну, что скажешь? Ну, в следующий раз так не Тут будем. вкус более насыщенный. Более насыщенный, да? Ну, есть, да, ребята, есть приколюха. Ну, это очень И долго, долго, затратно, муторно. да, муторно. Все-таки масло. Пришлось убить две банки, 2 бутылки масла. Заморочиться с этим же, с этой обжаркой. И, ну, как бы, ну, можно мутить, можно готовить. Мы лишь как бы мы попробовали, я не знаю, а тут дело за вами. Ну, класс, ребята, класс. 13 баночек у нас получилось. Если бы мы ее не обжарили, у нас бы больше даже было бы. Больше 15 бы было, да. Да. Отлично, ребята. Вообще и по соли классно получилось. Свой вкус такой приятный. Ну, я не знаю, чем сравнить. Я не знаю, вот. Какая-то скумбрия. Не скумбрия, да? Угу. Вот, ребята, лещ какая-то скумбрия. Просто вот, я вам говорю. Маслицо. Салатик. Холодный, просто на хлебушек. Да, куда угодно. Да, супчик. Во. Пироги с яйцами. Пироги, да. С Вообще. молочком. Сегодня будем делать, да? Да, шанишки. Короче, братва, отлично. Нам все нравится. И мы очень довольны, что у нас есть такая техника, такие аппаратики. Напоминаю, что вышла новиночка. Есть маленький на 5 банок. Ну так, может кто-то для себя просто готовить. Не в целях заготовки, а просто готовить для себя тушеночку и потом кушать. В общем, всю информацию, ребята, оставляю внизу. Заходите, смотрите. По промокоду Дрюня небольшая скидка. Такие дела. Ну и кто смотрел это видео, ребята, всем спасибо. Здоровья крепкого, удачи. Увидимся на рыбалочке. Да, Юрина? Угу. Всем пока. Угу. Она тут точит. Да не, вкусно, в натуре вкусно вообще. Вот ничего не надо лишнего. Лук, морковка, вообще класс. Одна рыба. Вообще класс.